Предварительные опросы всевозможных социологических служб показывали, за действующего президента в стране готовы проголосовать примерно 70% избирателей. В итоге Владимир Путин у нас набрал более 71%. Отрыв от других претендентов не просто большой, колоссальный. Интригой стали второе и третье места. За них уже много лет борются представители КПРФ и ЛДПР. Результат по коме: директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин 11,33%, бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский 10,24%. Остальные 5 кандидатов набрали гораздо меньше. Явка в коме 60,4%. Активнее остальных голосовали жители Прилузья 72,62%, пассивнее Воркута чуть меньше 50%. Если сопоставлять полученные результаты с теми результатами, которые были продемонстрированы в 2012 году на выборах президента Российской Федерации, и с выборами депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в 2016 году по единому избирательному округу, то явка на выборах президента в этом году оказалась где-то от 7 до 10% меньше, чем, по районам я имею в виду, меньше, чем явка на выборах президента Российской Федерации в 2012 году, но существенно выше явки, продемонстрированной при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Жалобы и обращения в избирком поступали, но большая часть из них не подтвердилась. По единичным случаям, незначительным и никак не влияющим на итоги голосования, проверки еще продолжаются. Говоря о новшествах нынешней кампании, Дмитрий Митюшев в первую очередь отметил работу КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. Мы впервые использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней в Эжинском районе. Отработали они, так скажем, на 4 с плюсом. Возникали определенные технические неполадки, несущественные, которые незамедлительно устранялись. И участковые избирательные комиссии, работавшие в Эжинском районе города Сыктывкара, остались, на мой взгляд, очень довольны. Потому что буквально в 9 часов 21 час 30 минут протоколы участковых избирательных комиссий, которые использовали комплекс обработки избирательных бюллетеней, были изготовлены. Дальше они оформлялись, доставлялись в территориальную избирательную комиссию. То есть с очень хорошей стороны показала себя эта техника. Если бы она стояла на каждом нашем избирательном участке, то по большому счету к 12-24 часам мы уже однозначно, с учетом необходимости добраться до ТИКа, обладали бы полной информацией об итогах голосования. Еще одно нововведение – заявление о голосовании по месту пребывания тоже показало себя неплохо. Не без сбоев, конечно, но примерно 70% из тех, кто выразил желание выбирать президента именно на территории Коми, на участки пришли. Также отличительной особенностью этой кампании стало рекордное число наблюдателей – 1457, треть от общественной палаты. К слову, в этом году ни одного наблюдателя с избирательных участков не удалили. Если вопросы и были, их решали на месте и мирным путем. Впрочем, совсем без неприятностей не обошлось. Инцидент с участием членов участковой комиссии произошел в Сысольском районе. Автомобиль с членами участковой избирательной комиссии попал в аварию при выезде для проведения голосования вне помещения для голосования. Это было в Сысольском районе. Автомобиль был поврежден, и заканчивали процесс объезда, так скажем, подомового голосования. Участковая избирательная комиссия в полицейском автомобиле. То есть пришлось пересесть и, собственно говоря, они их возили. Все бывает. Серьезных повреждений никто не получил. Отчасти пострадал наблюдатель, кстати, который был в этой машине. Сами члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не пострадали. Впереди у жителей Коми несколько месяцев передышки и снова выборы. Правда, не у всех. Осенью своих депутатов Госсовета взамен выбывших по разным причинам должны выбрать избиратели Академического округа в Сыктывкаре, Яроёльского в Ижемском районе, Печорского в Печоре и Вуктыле и Горняцкого в Воркуте. Голосование пройдет уже 9 сентября. Светлана Некрасова, Олег Юшков, телеканал Юрган.